очень много вещей. Ревность для нас сегодня что-то предосудительное. Скромность предосудительная, невинность предосудительная. И печальнее всего, что эти ценности перенимают себе мусульмане. Для примера, скромность, стыдливость испокон веков было признаком набожности, чистоты, покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Сегодня это признак замкнутости, закомплексованности или неуверенности в себе человека. И повторюсь, на сегодня мусульмане так считают. И в этом наша ошибка. Ценности, то, что достойно похвалы, и то, что достойно порицания, определяется Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля и сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И для нас важно понять эти истинные ценности и вернуться к ним. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине у каждой религии есть свой нрав, а нрав ислама – это стыдливость. То есть визитной карточкой ислама является стыдливость. То есть именно того, чего сегодня нету у нас. А это наша основа. Ученые сказали то, что в исламе религия наша гласит о том, что стыдливость и вера, они идут вместе. И когда теряется одно, теряется и другое. Абдулла ибн Аббас говорил: стыдливость и вера в одной связке. Если одно уйдет, то за ним последует и другое. То есть человек, который потерял стыд, он потерял часть веры. И в итоге может прийти к тому, что он вообще выйдет из религии. То есть то, что когда-то было невообразимо, на сегодняшний день является обыденностью. То есть если раньше наши бабушки выйти без платка считалось высшим проявлением позора, сегодня наши бабушки в шортах копают картошку. Это о чем говорит? О том, что мы далеки от религии. И чем дальше от религии, тем дальше мы от своей веры. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: воистину Аллах стыдлив. Обратите, Аллах стыдлив. Мы говорим, стыдливость – это визитная карточка ислама. Аллах стыдлив. Пророк сказал: воистину Аллах стыдлив и укрывающий. Он любит, когда люди стыдливы и укрываются от других. Пусть же каждый из вас, когда совершает полное омовение, укрывается от чужих взоров. Моешься? У нас привычка, в бане мы голые все ходим. Это непозволительно по исламу. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: если берешь гусль, скрывайся от людей. Мы поражаем, мы сами, понятно, что мы в советское время в общественных банях привыкли, но мы своим этим адабом тех же арабов поражаем. То есть для нас два человека в туалете сидят, справляют нужду, это нормально. Для арабов они просто в шоке. Один раз в храм заходили в Медине, арабы бегают с такими глазами в шоке. Один бабай голый стоит, другой вокруг него и храм наматывает. То есть для арабов это непостижимо, а для нас это нормально. То есть мы лишились этого стыда. А это наша вера. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к этому нас призывает. И говорит: Аллах стыдлив. Пророк, саллаллаху алейхи, призывает нас к тому, что если ты ходишь, скрывай свой аурат. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: поистине ваш всеблагой и всеслышащий Господь стыдлив и щедр. Говорит, Аллах стыдливый. И Он устыдится раба своего, если тот возденет руки к своим к небу, и ему придется опустить их пустыми. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, если раб, подняв обе руки к небу, попросит у Аллаха что-то, Аллах постесняется не дать ему, пока он руки не опустит. Аллах стыдлив, а мы нет. Ангелы Аллаха стыдливы. Был длинный хадис, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидел, и часть бедра его была открыта. Зашли Абу Бакр, зашли Умар. И он не обратил на это внимания. Когда пришел Усман, радиаллаху, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, эту часть бедра закрыл. И все это видела его супруга Айша, радиаллаху анха, сказал: я Расулюллах, мой папа зашел, Умар зашел, бедро было открыто. Когда пришел Усман, бедро закрыл. Почему? Он сказал: разве не следует мне стесняться человека, которого стесняются ангелы? То есть Усман, радиаллаху, до такой степени был стеснительным, что ангелы по отношению к нему стеснялись. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, его даже ангелы, то есть качество ангелов стесняться.
Качество нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было стеснение. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорят, он был застенчив, подобно новоиспеченной невесте за занавеской. То есть девушка, которая еще замужем не была, вот то, какой она была застенчивой, пророк еще больше был застенчив этого. Это качество ислама. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорят, что мы видели просто по его лицу, нравится это ему или нет. Сподвижники засиживались у него дома, он их не выгонял, ему было стыдно их выгонять. И даже вплоть до того, что Аллах Субхану ва Тааля приказал в Коране, сказал, закончилось, уходите. Аллах их выгонял, сподвижников. Пророк не выгонял. Это качество ислама, это качество Аллаха, ангелов и пророка. И качество сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, все благое в стыдливости. Все благое в стыдливости. Также в хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, иман включает в себя 70 с лишним ответвлений, то есть веток. Самое высшее из него – ля иляха илля. И самое маленькое – это убрать препятствия с дороги, которые мешают мусульманам. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, закончил, и стеснительность также из имана. То есть стеснительность, если оно есть в человеке, это проявление веры. Если его нет, соответственно, иман человека отличает. То есть его нету. Есть в Коране описание про одну женщину. Мы не знаем ни возраста ее, ни цвета ее волос, какая она была. Аллах ее описал всего одним качеством, хвалимым качеством, показывая ее достоинство. Муса, алейхиссалям, бежал из Египта. И в одном месте он увидел, как пастухи поят своих овец. И вдалеке две женщины не могут напоить своих, потому что там мужчины. И Муса, алейхиссалям, подойдя к ним, взял этих овец, привел к водопою и напоил их. После чего Аллах Субхану так говорит, одна из двух женщин подошла к нему застенчиво. Застенчиво. Одно описание. Подошла к нему застенчиво и сказала, он не сказал, сколько лет женщина, какая она подошла к нему, Аллах Субхану на это акцентирует внимание. Подошла к нему застенчиво и сказала, мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину. Сура Касас, 25 аят. В тафсире Аль-Бауи от Умара ибн Аль-Хаттаба приходит, она не пришла как наглая женщина, которая выходит из дома, когда захочет, и заходит домой, когда захочет. Она пришла покрытая и прикрывая рукавом свое лицо из-за стеснительности. То есть Аллах Субхану показывает, восхваляя это качество. Муфассиры сказали, это свидетельствовало о ее хорошем воспитании и прекрасном нраве. Во все времена стыдливость была признаком благородства и благонравия, особенно если речь шла о девушках или женщинах. То есть идеал и то, что имеем мы сегодня, сейчас, и как далеки мы от этого. И Муса сам был стыдлив. То есть не то, что Муса сам был стыдлив, он не купался обнаженным среди Бану Исраиль, своих окружающих, вплоть до того, что они начали говорить, что у него, скорее всего, грыжа, поэтому он скрывается. То есть и Муса, алейхиссалям, был стыдлив. И очень много приходит примеров о том, какими стыдливыми были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И во время сподвижника, во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был случай, когда один из ансаров ругал другого из-за излишней стыдливости. Не нужно было таким же быть слишком. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подойдя к нему, сказал, оставь его, ибо поистине стыдливость от веры. То есть то, что он стыдлив, это проявление его веры. Оставь его, это нормально, это хорошо, это правильно. Но здесь нужно понимать, есть два вида стыдливости. Или другие говорят, стыдливость и робкость. Стыдливость – это то, что мы стыдимся Аллаха Субхану ва Тааля в ослушании, то есть совершать харам. Есть другая стыдливость, которая неправильная, когда мы стыдимся прочитать свой намаз среди людей, стыдимся отказаться от маджлиса, за которым выпивают. Неудобно же, как ты скажешь? Нет. В этих вопросах мы должны говорить, и Аллах Субхану в Коране говорит, что Аллах не стыдится говорить истину. То есть, если мне пришло время намаза, я не должен этого стесняться. Это две разные вещи. Но в то же время вопрос харама мы должны стесняться Аллаха Субхану ва Тааля. И ученый скажет, что вот эта робкость, это проявление слабости, это как бы признак слабых людей.
И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: стыдитесь Аллаха должным образом. На что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали: но мы стыдимся. Он сказал: стыдиться должным образом Аллаха — это значит оберегать голову и все остальные органы тела. То есть от запретного оберегать, потому что Аллах знает то, что в нашей груди, в нашей голове. Это значит вспоминать смерть и наше тление в земле. Кто сделал так, это будет стыдливостью в надлежащей форме. То есть в первую очередь мы должны стесняться, стыдиться Аллаха субханаху ва тааля. Был случай, когда сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришли касательно вопроса аурата. То есть, как пророк сказал, что нужно скрывать себя. И спросил: что под ауратом? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: оберегай свои срамные места, то есть свой аурат от всех, кроме своей жены. То есть здесь проблем нету. А если мужчина находится среди мужчин, спросил сподвижник, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если сможешь, чтобы не были видны твои срамные места, то сделай это. То есть даже если мы вместе в бане находимся, от пупка до колена аурат должен быть закрыт. Мы должны стесняться оголять это перед кем-то помимо наших супруг. И это проявление стыда. После чего сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: а если мужчина в уединении? Я дома, никого нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах более достоин, чтобы его стеснялись. То есть даже если ты один голым дома ходить не стоит, даже Аллах более достоин того, чтобы ты стыдился этого. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были такие. Однажды Анас, радийаллаху анху, спешил на джума и не успел. Не успел, и люди начали выходить из джума. И он скрылся, спрятался. И сказал такие слова: кто не стыдится людей, тот не стыдится Аллаха. То есть ему было стыдно, что он не успел на джума. И он скрылся именно от стыда перед ними. Он сказал: человек, который не стыдится людей, он не стыдится Аллаха. И если в нас нет этого стыда, мы лишенные. Аллах лишил нас этого, мы должны плакать из-за этого. Потому что человек, который теряет стыд, он чувствует, что теряется его вера. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: стыдливость от веры, а вера будет в раю. Бесстыдство из черствости, а черствость будет в огне ада. Человек, который не стыдится совершать грехи, и даже если посмотреть наказание Аллаха субхану ва тааля, если человек просто скрытно грешит, наказания нету. Если грехи начнут делать открыто, Аллах дает наказание на всю умму. Землетрясение, засуха, другие испытания. Почему ставят условия хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что люди начинают делать грехи открыто, не стесняясь? В одном хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: все члены моей общины будут избавлены, то есть Аллах простит им грехи, за исключением заявляющего во всеуслышание, то есть за исключением того, кто открыто перед всеми рассказывает про свои грехи. Действие такого человека, который совершает что-нибудь ночью, то есть какой-то грех он ночью совершил, и Аллах покрывает его. То есть Аллах скрыл твой грех, никто не увидел про этот грех. Постесняйся. То есть Аллах оказал тебе милость, Он скрыл ее. И приходят хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что человек в судный день придет, и когда с него будет отчет, он не увидит, то есть какие-то грехи с него не спросят. Он спросил: я совершал грехи, с меня не спросили. Аллах субхану ва тааля сказал: я скрыл тебе в том мире, скрыл и в этом. То есть если мы совершили какой-то грех, какую-то ошибку, и люди об этом не знают, у нас есть возможность попросить у Аллаха прощения, и Аллах простит. И Он даже в судный день за это не спросит. Но этот человек, Аллах скрыл его, покрыл. У него есть эта возможность попросить у Аллаха прощения, Аллах ему простит. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, продолжает, а на утро он сам говорит, то есть этот человек, Аллах его покрыл. А он приходит и начинает говорить: о, такой-то, вчера я сделал то-то и то-то. И получается так, что он засыпает под покровом своего Господа, а на утро сбрасывает свой покров. То есть если Аллах лишил тебя стыда, и ты сам ходишь и всем декларируешь про свои грехи, Аллах тебе их не простит. Поэтому вопрос стыдливости, он очень важен. И ученые сказали, стыдливость бывает двух видов. Одна фитра, которая заложена. У ребенка она есть. Даже вот маленькие девочки, она говорит: давай здесь, нет, я не могу, люди же увидят. То есть маленький ребенок, 2-3 года, в ней вот эта фитра есть, стыдливость. Она говорит: ну потом же будет видно. Это вот здесь он в туалет сходит, нет, люди будут видеть. То есть в ней это есть заложено. И вот эта фитра, это, говорит, первое. Второе, это то, что мы приобретаем. То есть мы можем в себе воспитать эту стыдливость. И если Аллах забрал или не дал первую,
мы можем воспитать себе второе. Иншаллах, на следующей хутбе я хотел бы рассказать примеры о том, какими были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижницы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как они себя вели, как они проявляли скромность и как далеки мы от этого.